Она будет на очень интересную и актуальную тему, связанную с религиозным образованием. Об этом очень яркая такая вот активная дискуссия идет о том, что кто возглавляет нашу религию сегодня и где получают образование наши религиозные лидеры и так далее. И Закир читает. Кстати, мы говорили о некотором поколении, которые заканчивали те вузы, которые Айнура перечень этих вузов. Я коротко расскажу. Закир тоже закончил блестящее образование в Турции. Политолог международных отношений. Я Закир знаю как исследователя. Закир очень долго преподавал в университете Манаса и возглавлял исследовательский центр, то есть это, в общем-то, исследователь. И сегодня он замдиректор Госкомиссии по религии Кыргызской Республики. Закир, вам слово. Спасибо, Эльвира. Уважаемые участники, уважаемые гости. Очень интересная конференция, форум. Я с удовольствием принял приглашение выступить на нем. Эльмира просила именно сделать такую тему, которая связана с образованием и популизмом. Я предложил тему «Роль и место образования в государственных и профессиональных отношениях в Кыргызстане». Я не сделал специально такой доклад, я хотел бы просто поделиться своим мнением, рассказать, что делается, какие проблемы, вопросы стоят, и, наверное, с вами больше пообщаться по данному вопросу. Когда мы говорим о месте и роли образования в государственных конфессиональных отношениях, что мы имеем в виду? Сегодня вы прекрасно знаете, что и в силу того, что мы живем в демократическом государстве, где политическая система позволяет иметь плюрализм мнения, и любые какие-то актуальные, проблемные вопросы сразу у нас перекидываются или, наверное, реагируют на политическую сферу жизни нашей страны. Поэтому и именно вопросы сегодняшние, касающиеся религиозных тем, они очень актуальны и, наверное, отражаются и на политической ситуации в нашей стране. Мы говорим, что мы живем в светском государстве, где религия отделена от государственного управления. И очень важно заметить, что именно в государственных конфессиональных отношениях очень часто встают вопросы недопонимания. И, конечно, мы видим, что здесь присутствуют различные точки зрения. Какие именно? В частности, мы говорим, что у нас существует светская часть населения. А многим мы больше будем говорить, что это атеистическая часть населения или более светского подхода. Да? Другая часть, которая религиозная часть населения. С другой стороны, есть и как бы религиозное население, которое понимает, что живет в светском государстве. И мы часто видим такое, наверное, столкновение различных взглядов. Мы не говорим, что конфликта нету, да, есть напряженность, обсуждение разных вопросов. И очень часто сюда подключаются и политические силы, и правозащитные. То есть такой аралаш получается у нас на самом деле. И очень важно, что вот в этой полемике очень часто мы слышим заблуждения, различные заблуждения во взглядах. Допустим, многие говорят, мы же в светском государстве, нам не нужны никакие религиозные организации, религиозные течения, мы должны проводить только светскую политику. Это одно заблуждение. Второе заблуждение, когда говорят, у нас свобода совести и вероисповедания, религиозные организации могут делать все, что хотят. Они тоже заблуждаются. Мы живем в светском государстве, где основные государственные конфессиональные отношения регулируются законом. То есть государство относится ко всем религиозным организациям одинаково. В рамках, пока они соблюдают законодательство. Если они нарушают законодательство, тогда мы говорим, применяются санкции административные и вплоть до уголовных. То есть не будем сейчас о плохом. Я хотел бы, почему такие у нас напряжения, такие вопросы обсуждаются? Потому что на самом деле у нас есть недостатки в образовании. В каком образовании недостатки? И та, и другая части населения нашей страны не всегда понимают, что представляет собой светское государство. Какие должны быть государственные конфессиональные отношения и даже межконфессиональные отношения в светском государстве. Тем не менее, мы, конечно, прекрасно понимаем, что большинство или подавляющее большинство нашего населения страны сегодня считают себя, может, по культурно-этнической принадлежности мусульманами или являются практикующими мусульманами.
Но тем не менее мы едем, мы знаем, что у нас есть и другая часть населения, которая придерживается, может быть, других религиозных взглядов. Есть и светская, и, может быть, атеистическая часть населения. Поэтому здесь именно идет вопрос недостатка и слабости образования по вопросам религии. Какое это образование? Оно имеет два направления. Это религиоведческое образование, которое является у нас нейтральным и, можно сказать, с таким научным подходом, да, который входит под юрисдикцию Министерства образования. И религиозное образование. Религиозное образование – это изучение какой-либо религии, может быть, изнутри, да? То есть оно говорит, трактует каноны религии, оно трактует практики религиозные. В данном случае, конечно же, и религиозное образование имеет некоторую научную методологию. В частности, можно сказать о теологическом образовании, которое изучает религиозные вопросы, именно используя научную методологию. То есть мы говорим, теологическое образование, оно тоже является религиозным образованием, несмотря на то, что стандарты теологического образования, они разрабатываются очень часто государственным органом, в частности, Министерство образования и науки Кыргызской Республики и других стран. То есть надо четко понимать, где у нас религиоведческое образование, а где у нас религиозное образование. Религиозное образование готовит наших духовных лидеров или тех людей, граждан, которые хотят получить больше знаний по той или иной религиозной практике или тому или иному вероисповеданию. Когда мы говорим о религиоведческом образовании, мы говорим о знаниях, это может быть одна религия, может быть различные религии. То есть мы говорим о нейтральном подходе к любой религии. То есть это нейтральный подход говорит о том, что мы изучаем, используя научную методологию, и изучаем с нейтральной стороны. Поэтому мы говорим очень часто, что религиоведческое образование – это светское образование, не религиозное, не конфессиональное образование. На сегодняшний день очень часто стоит вопрос, кто же должен курировать религиозное и религиоведческое образование? Или почему у нас стоят такие вопросы напряженности? Вы помните, наверное, вопрос, касающийся джума намаза, касающийся вопроса хиджабов, касающийся вопроса, что, допустим, в школах должны преподавать девочкам женщины, мальчикам мужчины. Это очень такие тонкие вопросы, которые сегодня затрагиваются в обсуждениях, как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях. Здесь просто идет недопонимание, как я уже сказал вам, что мы живем в светском государстве. И что в этом светском государстве обеспечивается свобода совести и вероисповедания. И для этого религиозное образование должно предоставлять нашим религиозным и духовным лидерам, что они живут в светском государстве. И каноны религии не должны противоречить действующему законодательству. Это очень важный момент, которого не хватает в сегодняшнем религиозном образовании. Многие наши граждане получили религиозное образование за рубежом. И где они получили это образование, они находятся под влиянием тех духовно-культурных ценностей или духовно-культурных ценностей той стороны. И пытаются преподнести, что эти духовно-культурные ценности должны быть также распространяться в Кыргызстане. У нас помимо религиозных ценностей есть и свои национальные, культурные традиции и ценности, которые на протяжении более 1000 лет, или 1000 лет, можно так сказать, официально у нас, получается, 10 век, да, Караханитское государство, когда ислам стал у нас государственной религией на территории Кыргызстана. А появляться он начал уже 7-8 века нашей эры, уже Таласская война, и постепенно влияние ислама у нас появляется на территории нашей страны. То есть наши национальные и духовные ценности, они вместе гармонировали, не противостояли друг другу. Именно распространение на территории Кыргызстана религии ислам было в таком облегченном, либеральном виде. На сегодняшний день мы говорим традиционные ценности ислама, которые представляют собой ханафитский мазхаб, ханафитскую школу, и матуридистское вероубеждение, которое предоставляет возможность использовать ум и логику для трактовки тех или иных религиозных канонов. И с другой стороны, такой подход в распространении религии, он был принят во многих странах Центральной Азии. И именно отсюда, с стран Центральной Азии, он распространялся на другие уголки нашего материка. Именно здесь развивалась религия, и в рамках этого просвещения развивалась наука и техника. Надо не забывать об этом. И вот эти 1000 лет, который подход у нас применялся в нашей стране, то есть на территории нашей страны, он в себе одновременно сочетали и религиозную
ценностей, как ислам, и национальные культурные ценности, которые говорим кыргызского народа, или народа Кыргызстана, казахского, все, кто проживали на территории Центральной Азии. Сегодня мы в целом говорим, это народ Кыргызстана, он многонациональный. Поэтому это очень важное мнение, которое не у всех наших граждан присутствует. И религиозное образование, полученное за рубежом, оно имеет где-то вот здесь напряженность. Поэтому вы неправильно исповедуете ислам. Ислам должен быть такой. Здесь мы видим некоторый более фундаментальный подход именно к распространению религии. На сегодняшний день мы говорим, что фундаментальный подход, он чреват последствиями, потому что в Кыргызстане, на территории Центральной Азии, у нас не было такого сильного фундаментального подхода. Мы говорим, что у нас были традиционные ценности ислама, или традиционный ислам для Центральной Азии и Кыргызстана. Поэтому очень важно развивать религиозное образование, учитывая специфику нашей страны, учитывая светский принцип государства, учитывая национальные и культурные ценности и традиции нашей страны. И здесь религия, она не должна противостоять друг другу, потому что тысячи лет этого не было, и сейчас этого не должно быть. Но получающие религиозное образование, не во всех странах у нас есть какие-то, мы говорим, нетрадиционные, может быть, ценности становятся, да? Когда люди приезжают сюда и более продвигают фундаментальный подход к трактовке религиозных законов, канонов, тогда мы уже видим здесь напряженность. В связи с этим мы сегодня ставим вопрос о том, что необходимо реформировать систему преподношения религиозного и религиоведческого образования. В чем заключается система религиозного и религиоведческого образования? Еще раз, как я сказал, религиоведческое образование представляет собой светское образование, да? Нейтральное образование, которое находится в юрисдикции Министерства образования и науки Кыргызской Республики. У нас имеются религиоведческие кафедры, также у нас имеются и теологические факультеты. Здесь у нас идет немного неправильная трактовка теологического образования, потому что эта проблема, она существует не только у нас. Она существует и в России, и в Казахстане, и в других странах мира. Теологическое образование, теолог, изучение Бога, да? И это образование входит в категорию религиозного образования. То есть данное религиозное образование использует научную методологию для изучения религиозных практик и канонов. В данном случае, здесь в школу к нам пришла теологическая инструкция, в большинстве Ошлу, Арашан, Манас, Арабаева, у нас 4 факультета теологических. И трактовка, что теологическое образование светское. Это не совсем правильно. Сегодня на факультетах теологии преподается общеобразовательный предмет, религиоведческий предмет и религиозный предмет. Это надо констатировать факт. Но многие говорят, что есть светская теология. Ну, это чуть такой миф, который очень долго обсуждался в России и в других странах. Все равно пришли к тому, религиоведы и теологи, что теология это не может быть светской теологией, там, религиозной теологией, это изучение Бога, оно является религиозным образованием. Просто единственный момент, что оно использует научные подходы в изучении. Вот это дает ему такую научность. С другой стороны, мы говорим, сегодня религиоведческая система образования, она у нас присутствует пока только на высшем уровне, то есть высшее образование. Я вам говорю, это получается религиоведческие кафедры, Кыргызский национальный университет, Кыргызско-российский славянский университет и теологические факультеты. Что касается религиозного образования, то данное направление у нас не сильно развито. В каком смысле не сильно развито? У нас имеется около 100 религиозных учебных заведений. Развито, не развито, но эти религиозные заведения, они не имеют классификации на сегодняшний день. Нет общей системы предоставления религиозного образования. Над чем мы сегодня собираемся работать. Дипломы религиозных учебных заведений не признаются государством. И это большая проблема для наших граждан, которые получили религиозное образование в медресе. То есть они могут работать только в системе муфтиата и религиозной сфере. То есть их религиозное образование государственные органы не признаются. С другой стороны, другая проблема существует в том, что и как преподается в данных религиозных учебных заведениях. То есть, по идее, по закону, религиозное учебное заведение, оно должно открываться именно религиозная организация. Религиозная организация разрабатывает требования для этого образования, которые должны быть определенные стандарты, немного неправильно, требования, мы будем говорить, стандарты больше государственного образования. То есть
Они вырабатывают стандарты, требования, на основе которых религиозное учебное заведение вырабатывает свою учебную программу, учебный план. Не все эти религиозные учебные заведения имеют такой план. Допустим, в системе духовного управления мусульман Кыргызстана разработаны учебные планы различных направлений, учебных программ. И многие медресе не имеют их. То есть мы делали мониторинг, проверку, смотрели. То есть в данном случае, что преподается там, мы не знаем. В результате проверки мы посмотрели, что половина как минимум знает об этом плане, кто-то их имеет, кто-то его придерживается, а кто-то преподает просто отдельные направления, там, куранский курс или еще другие направления. Но очень важная проблема в том, что здесь еще нет такого технического регламента в данных религиозных учебных заведениях, потому что они не контролируются Министерством образования и науки. Сейчас мы ставим вопрос, что на сегодняшний день на территории Кыргызстана при образовании, любое образовательная инициатива, институт, центр, она должна проходить лицензирование Министерства образования и науки. То есть, если это курсы, то есть минимальная лицензия для ведения образовательной деятельности. И эту лицензию должны также иметь и религиозные учебные заведения. Там говорится о технических требованиях для учебных заведений. То есть любая школа, любой детский сад, любые курсы, любые подготовительные курсы, они должны проходить лицензирование. РУС или религиозное учебное заведение такое лицензирование не проходит. То есть по закону это требование есть, но сейчас такой практики не имеется. Поэтому здесь очень важно, чтобы за техническими требованиями было все-таки контроль Министерства образования и за другими требованиями, что имеется учебная программа. Учебную программу должен направлять государственный орган по делам религии, где мы изучаем эту учебную программу, делаем экспертизу, что данная учебная программа не представляет угрозы конституционному строю и не включает в себя радикальные компоненты, радикальные религиозные взгляды. После этого мы даем добро, проводим регистрацию религиозного учебного заведения. И оно уже работает как одно из религиозных учебных заведений. То есть религиозное учебное заведение может открываться на сегодняшний день религиозной организацией. Каково же влияние религиозных учебных заведений в нашей стране? Оно имеет, что кто открыл это религиозное учебное заведение, кто спонсирует, какие предметы там преподаются, как они трактуются. Были случаи, когда проводил такой небольшой опрос и спросили студентов медресе, кто глава нашего государства? Они ответили муфти. Это был не единичный ответ. Мы сейчас везде приводим этот пример, но это просто показатель. Это показатель о том, что ребята оторваны от настоящей среды. И постепенно их влияние начинает усиливаться среди их близких. Сегодня с принятием государственной политики в религиозной сфере с 2013 года в рамках национальной стратегии устойчивого развития, в рамках решения Совета обороны от 3 февраля 2014 года и концепции государственной политики в религиозной сфере ведется работа по одной из главных направлений – это реформирование религиозного и религиоведческого образования. Для того, чтобы на сегодняшний день мы смягчили вот это, наверное, неправильное трактование тех или иных вопросов. То есть вы знаете, что есть религиозное трактование, у нас по этому вопросу очень популярная личность Чубак Хаджи Джалилов. Он все вопросы вам трактует как правильно, как неправильно. И это вы уже видели, что это не один раз и не единичный раз приходило к тому, что были такие, получается, напряженность между светским понятием и религиозным понятием. То же самое, да, вот, джума намаз. С другой стороны, мы видим, что идет постепенное влияние распространения религиозных ценностей на политическую деятельность, то есть политизация религии. По законам Кыргызской республики, Конституция, запрещено строить, основывать партии на религиозной основе. Запрещено вмешательство вмешательство религиозных организаций в деятельность политических партий или в деятельность государственных органов. Это очень важные границы, которые мы должны всегда соблюдать, если мы хотим жить в светском государстве. С другой стороны, очень важная граница, когда мы должны обеспечивать свободу вероисповедания. Потому что на самом деле, как мы будем относиться к представителям религиозных организаций, их у нас на сегодняшний день свыше 3000. 380 из них христианского толка, 12 и бахай общин,
Одна буддийская, одна иудаистская. А остальные все у нас исламского направления. То есть у нас немалое количество религиозных организаций. И нетолерантное отношение, дискриминация в отношении представителей тех или иных религиозных организаций, а также и людей атеистической направленности, то есть подхода, приводит к напряженности. Эту напряженность назвал межконфессиональной напряженностью. Что делается по данному вопросу? Сейчас в рамках реализации концепции государственной политики, есть еще план действий по реализации концепции государственной политики в религиозной сфере. Главное направление, основное, главное долгосрочное направление – это реформирование. Мы говорим, что для того, чтобы предупредить радикализацию, необходимы профилактические мероприятия, необходимо оперативные мероприятия, но это краткосрочные мероприятия, можно сказать, иногда пожарные, да? А что необходимо делать для того, чтобы в будущем у нас состоялось, то есть понятие, развивалось понятие опять светского государства и свободы совести и вероисповедания. Мы должны внедрять систему религиоведческого и религиозного образования. Это долгосрочный процесс. За 2-3 года это сделать невозможно, 5-10 лет на это уйдет. Мы должны подготовить новых поколений духовных лидеров, которые будут продвигать религиозные интересы в рамках действующего законодательства. То есть трактовать религиозную практику. И те, которые будут понимать, что мы живем в поликонфессиональном обществе. Это вопрос религиоведения. Для этого разрабатывается проект, мы сначала назвали концепция реформирования религиозного и религиоведческого образования, но все-таки пришли к выводу, что надо название менять. Название будет меняться, а суть от этого не будет меняться, которое поделено на две части. Система религиоведческого образования, что такое религиоведческое образование, и реформирование религиозного образования, где мы заложили классификацию. В данном случае мы говорим о том, что религиозное образование, конечно, не может получить сертификацию государственного образца. Но мы сделали промежуточный такой вариант, вы, наверное, слышали о теологическом колледже. Интеграция религиозного и светского образования. То есть мы сделали на базе, получается, светского образования, которое установлено в рамках стандартов Министерства образования, внедрение религиозных предметов. То есть там идут общеобразовательные предметы, религиоведческие предметы и религиозные предметы. То есть мы просто их называем своими именами. То же самое и теологический факультет. Мы просто хотим сказать, что теологический факультет – это не чисто светское образование, это смешанное образование, где преподаются и общеобразовательные предметы, и религиоведческие предметы, и религиозные предметы. И это надо открыто назвать, как оно и есть. В другое направление мы сделали классификацию религиозных учебных заведений. Мы говорим, что может быть среднее религиозное учебное заведение, высшее религиозное учебное заведение, а есть и курсы. Это курсы, религиозные курсы для взрослых, совершеннолетних людей. И сейчас очень много вопросов встречается, что родители отводят своих детей на религиозные курсы. В рамках закона об образовании предусмотрено, что дети имеют право получать дополнительные услуги по образованию, если они ходят в школу. Это дополнительный кружок и так далее. То есть мы такой вопрос предусматриваем и по религиозному направлению. Потому что эта система существует. То есть это существует и в рамках христианских школ, которые дают общеобразовательный стандарт, плюс некоторые духовно-культурные предметы добавляются, которые проходят, опять же, экспертизу через Госкомиссию по делам религии. Поэтому в данном случае это такая категория, которая она будет стоять под вопросом, потому что очень много для нее критики, но мы должны отталкиваться от действующих условий. Школьники должны ходить в школу, школьники должны получить светское образование. Но если родители хотят дать им также и религиозное воспитание, то здесь есть краткосрочные курсы в виде кружка. То есть мы такой получается, формат предусмотрели. Как оно будет дальше двигаться, это будет видно после принятия данного документа. Что касается именно религиозных, долгосрочных религиозных образовательных учреждений, которые среднее религиозное учебное заведение и высшее религиозное учебное заведение. Первое имеет 2-3 года обучения, в нем могут учиться наши граждане после окончания основного общего образования 9 классов, получить после этого среднее религиозное образование, дальше они могут учиться дальше и сесть на второй курс высшего учебного религиозного заведения. Но они опять же не имеют стандартизацию и не имеют нострификацию государственного образца.
Для этого случая мы предусмотрели такой вопрос. Все равно постепенно в эти учебные заведения, в частности медресе, необходимо внедрять минимальный комплекс светских предметов, чтобы наши учащиеся в медресе знали, что они живут в советском государстве, знали историю Кыргызстана. Мы предложили историю Кыргызстана, и адабиат, потом предложили географию и человека-общество. Какие предметы предложили, чтобы внедряться. Высшее религиозное учебное заведение, там будут внедряться 10 предметов. То есть это наши предложения. Для того, чтобы они могли получать диплом государственного образца, есть альтернатива. Для медресе это теологический колледж, который имеет диплом государственного образца. И сейчас пилотирование идет. А для высших религиозных учебных заведений альтернатива теологический факультет. То есть если вы доводите свою работу до стандартов, которые требует Министерство образования и науки, учебный стандарт содержания, а также технический стандарт, тогда вы можете получить лицензию государственного образца и получать диплом государственного образца. Если вы не готовы, тогда вы можете все равно работать в своих форматах. Но опять же, для того, чтобы эти форматы работали, мы будем требовать лицензию на ведение образовательной деятельности, программу, которая будет проходить обязательную экспертизу Госкомиссии по делам религии и внедрение минимального компонента светских предметов. Это в общем о том, что планируется делать по данному вопросу. И еще раз хотелось бы напомнить, возвращаясь к нашей теме, в чем же у нас актуальность и важность государственных профессиональных отношений. То есть очень многие эти вопросы сегодня являются именно объектами популизма, как со стороны представителей светской части населения, так и со стороны представителей религиозной части населения. Это все очень сильно отражается на общественно-политическую ситуацию. И вы прекрасно об этом знаете. Сейчас скоро будет у нас подготовка к Курултаю, выбор нового муфтия, и уже может быть, актуальность, она поднимается все больше и больше. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, который, может быть, сейчас я не озвучу. Здравствуйте, меня зовут Нахима из Сибирской области. У меня к вам два вопроса. Я хотела бы услышать ваше мнение насчет тенгрианства, тенгирчилик. Да? Для себя лично я сделала такое открытие, что тенгирчилик это не религия, а мировоззрение. К сожалению, у нас очень много стереотипов на тему тенгрианства. Да? Я немножко расскажу, как я для себя сделала открытие. Тенгирчилик. Я извиняюсь, у нас очень мало времени. Да? Можно этот вопрос? Ири это, как мировоззрение, да, ваш взгляд на вот эту тему. И второй вопрос. Я участвовала в конференции, и там был такой профессор из Нидерландов, и он сказал, что чем слабее государство, тем больше влияние религии. То есть если политика влияет меньше, то религия больше, как две параллели. Вот на это тоже ваш взгляд. Мне кажется, что из-за того, что у нас государство слабое, из-за этого религия имеет очень большое влияние. Спасибо, интересные вопросы. Первый, конечно, я могу дать оценку по тенгрианству только личное мнение. Это не может быть мнением государственного органа. Государственный орган будет сделать экспертизу именно данного течения, тогда вам скажет. Мое личное мнение, на самом деле, в тенгрианстве представляет собой мировоззрение, взгляд, наши традиции, наши где-то ценности культурные. На сегодняшний день, по-моему, то есть я видел некоторые заключения религиоведов, экспертов, которые говорят, что действующее понятие религии, оно не совсем отражает. Но нельзя сказать, что на сегодняшний день у нас под понятие религии входят и различные другие, и секты разные, и разные смешанные течения, их тоже называют религией. Поэтому в данном случае можно сказать, что под действующее современное понятие, вот как ислам, христианство, да, иудаизм, может быть, буддизм, оно не совсем подходит. Но это конечный ответ на этот вопрос именно религиоведы, которые должны четко провести экспертизу по данному вопросу. Что касается второго вопроса, что чем слабее государство, тем сильнее влияние, я не совсем здесь согласен. Гораздо сильнее влияние в западных странах, не сказать, что у них государство слабое. То есть в Соединенных Штатах Америки ингат бетрат белый. И никто это не рассматривает как религиозное влияние. С другой стороны, мы должны понимать, что именно то, что мы сегодня живем в демократическом государстве, не позволяет
нам в рамках законодательства использовать репрессивные методы по отношению к религиозным организациям. Это неправильно. Если мы хотели придерживаться правового государства, мы должны придерживаться закона. Очень есть у наших соседей практика репрессивных методов. Мы знаем прекрасно. Есть в Узбекистане, сейчас в Таджикистане мы наблюдаем. Но мы должны сохранять баланс, потому что мы имеем сегодня критику, что говорят, вы идете, потакаете религиозным организациям. Это одна критика. А вторая критика в наш адрес, то, что вы сейчас репрессируете религиозные организации, потакаете светской. И, говорят сейчас, светский экстремизм, так называемый, такой термин даже сделали. Вот это вы где-то распространяете. Мы стараемся сохранить баланс в рамках действующего законодательства и обеспечивать свободу совести и вероисповедания, и постоянно напоминать, что мы живем в советском государстве. И нарушение действующего законодательства, она ведет за собой влечение к санкциям. Спасибо. И потом Светлана. Yeah, many thanks. Many thanks for your presentation, for your enlightening presentation. I have 3 short questions. I just read yesterday a short article about Kyrgyzstan, and there was a section on radicalization. My question would be, what is the dimension of radicalization in Kyrgyzstan? What is the dimension of it? And where is the funding coming from? I mean, obviously, there's always this dimension of outside funding. So is there, for example, an influence coming from Saudi Arabia or other countries outside Kyrgyzstan trying to influence inner Islamic affairs in Kyrgyzstan itself? And then my next question would be, how do you deal with this phenomenon, and how do you try to get a grip on it? Thank you for your questions. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что радикализация, конечно, присутствует, мы ее видим. Но в каких сферах и на каком уровне она есть, это 2 разных вопроса. Что касается именно противодействия экстремизму, радикализму, терроризму, это не наша сфера. Здесь работают силовые структуры правоохранительной деятельности. И откуда ведется финансирование, это тоже не входит в нашу компетенцию, поэтому точно сказать не могу. Я могу сказать в общих чертах. Радикализация присутствует в недостатке религиозных, религиозных знаний у нашего населения. Об этом сейчас говорили. И кто быстрее преподнесет вам религиозные ценности, тот и будет хозяином ваших умов. Поэтому в данном случае именно при предоставлении базовых религиоведческих знаний в школах, которые мы запланировали с введением истории религиозной культуры, может сделать положительные результаты на направлении. Другое влияние, опять же, здесь влияние может быть и от получивших религиозное образование за рубежом. Но не все это одинаково. В какой стране, какая направленность, фундаментальная ли основа есть этому. Если есть фундаментальный подход, то, конечно, мы видим здесь и негативное влияние, которое способствует радикализации. С другой стороны, конечно, есть и влияние различных религиозных течений, которые пришли к нам извне. Именно действующие, которые у нас были, но их очень мало. У нас было всего 37 мечетей при получении независимости. Была очень сильная в свое время бухарская школа, которая по Центральной Азии очень славит. Это традиционщики мы их называем. Это называют традиционные ценности ислама. И она очень была сильна с точки зрения алыма. Очень сильная алыма. Но сейчас, к сожалению, мы получаем другое влияние. Оно чаще всего походит извне. И, конечно, оно распространяется именно среди тех граждан, которые под, наверное, различными обстоятельствами начинают подвергаться влиянию различных религиозных взглядов. И кто первый им даст эти взгляды, как я говорю, под те влияния они и попадают. На самом деле это проблема, которая существует у нас сегодня. Для этого проводятся профилактические мероприятия, как я говорю, краткосрочные. И долгосрочные, вот то, что мы пытаемся ввести как систему религиозного и религиозного образования. Спасибо, Светлана. Спасибо. Светлана Шмелева. Я работаю в Московской школе гражданского просвещения. И надо сказать, некоторые тезисы вашего выступления прозвучали для меня так довольно угрожающе, потому что
мы, конечно, не религиозная организация, но в чем-то часто нас так называют, потому что мы тоже работаем с духовными качествами человечества. И когда вы говорите, вот я зафиксировала несколько вещей, что государство должно выдавать лицензии на деятельность той или иной школы, честно говоря, для меня это выглядит довольно страшно, как для организации школы, да, потому что государство изначально решает, кто будет это делать, а кто не будет этим заниматься, а не обратно введен судебный порядок, когда организация нарушает конкретные, допустим, законы, правила и конституцию, лишает ее этой деятельности. Второе, что вы сказали, это такие школы должны воспитывать лидеров, значит, в понимании государства, что совсем уж мне показалось странным, потому что пример, когда лидеров воспитывает государство, как правило, речь идет не о лидерах, конечно, ни о каких, а об исполнителях конкретных для конкретного государственного лица и так далее. Успешных примеров я этого не знаю. Следом вы сказали, что, значит, такие школы должны поддерживать действующее законодательство, но законодательство может быть и неправовым, мы знаем это прекрасно, и люди не обязаны поддерживать совершенно действующее законодательство, если оно не является таковым. А с такой лицензией понятно, что у этих школ не будет других вариантов. И когда вы говорите про невмешательство в политику, хотя это закреплено, конечно, но в то же время я тоже, как школа гражданского просвещения, которые обвиняли в том, что мы участвуем в политике просто самим фактом своего существования, это тоже обвинение возможно, поэтому я как-то очень осторожно к этому отношусь. И, наконец, вы привели пример, что человек говорит, что глава государства муфтий, но мне кажется, что это вопрос не столько к этому человеку, честно говоря, да, к главе государства, который не воспринимается этим человеком таковым. И в завершении я просто хотела заключить, что ничего, кроме просвещения, я в этом смысле не вижу. И если говорить об образовании, которое бы не способствовало радикализации, это как раз, мне кажется, должна быть довольно свободная среда, и, может быть, не только про ислам, а с обзором всех религий, чтобы даже человек, который исповедует определенную религию, знал, что на Земле существуют и другие. Спасибо. Может быть, несколько вопросов? Нет, давайте, здесь очень уже много вопросов. Я, конечно, здесь сейчас подчеркну, что вот здесь немного недопонимания произошло. Во-первых, для любой образовательной структуры по получению лицензии в любых странах обязательно. Разве не так? На данный момент это не Нет, я просто говорю об этом. Для того, чтобы вести, секундочку, для того, чтобы вести образовательную деятельность, обязательно нужно какой-то разрешительный документ. Это не ограничение законодательства, это не ограничение свободы вероисповедания. Второе, то, что я говорю о необходимости лицензирования, это технические критерии. Есть критерии, а это не относится к тому, что если на мнение органа не остается. Есть определенные критерии, и они у нас проходят экспертизу. То есть мы предложение делаем, вы должны дать критерии, по которым должно делаться, допустим, лицензирование. Это есть Министерство образования и других, я думаю, во всех странах. Второе, то, что касается, как мы смотрим, для нас важно, чтобы мы знали, вели учет. Поэтому говорят, учетная регистрация религиозных организаций, религиозных учебных заведений. Это очень такая несложная процедура. Если вы принесли все необходимые документы, вам проводят эту учетную регистрацию. Если вы не принесли документы, элементарно построили мечеть, а разрешительных архитектурных документов нет. У нас 2 случая, когда мечети обвалились. Это технические. Другое касательно, какая идеология там проводится. Если они пишут просто, вот у нас учебный процесс в таком направлении, что в данном учебном содержании учебного процесса не было призыва к насильственному изменению государственного строя. Что касается работать в рамках законодательства, я говорю, именно в рамках законодательства. Нарушение законодательства – это неправильно. Я не поддерживаю, что граждане могут нарушать законодательство. Есть понятие, вы думаете радикально, и вы действуете радикально. Если вы думаете радикально, вам никто ничего не скажет, что вы думаете. Но если вы ведете себя радикально, который нарушает законодательство, это уже неправильно. И каждое нарушение законов влечет за собой санкции. Что касается такой угрожающей для религиозных организаций политики, то на сегодняшний день, по крайней мере, на постсоветском пространстве, Кыргызстан является одним из, имеет либеральный подход к деятельности религиозных организаций. Это прекрасно все знают.
И вы, наверное, как представитель неправительственного сообщества, вы, наверное, об этом тоже знаете. Что же касается невмешательства в политику, в Конституции Кыргызской Республики написано, я вам процитировал слова, это Конституция. И здесь это основа нашего светского государства. Конечно, как гражданин, любой человек, религиозный, нерелигиозный, он имеет право голосовать. Но использовать ресурсы религиозной организации в политическом процессе или в процессе выборов запрещается. У нас статья есть, я насколько помню, 15 Конституционного закона о выборах депутатов Кенеши и президента Кыргызской Республики, где говорится, что религиозные организации или представители религиозных организаций не могут участвовать в агитации политических партий. Ну, в общем, я вот такое видение. А то, что касается некоторых перегибов, может быть, я не так детально об этом выразился. Спасибо. Азамат и Жанета. Я вас приветствую. Два вопроса. Как эксперт, как вы оцениваете, какие риски вы видите в незаметном, поэтапном, скажем, замене или подмене наших законов государства на законы шариата? И вопрос два, как человек, как отец, как патриот, как вы это оцениваете, да? То есть постепенно, например. Я на сегодняшний день, еще раз говорю, что есть представители различных слоев общества, которые более религиозны, менее религиозны, более атеистичны, которые придерживаются правозащитной практики или более других вопросов. Подмены как такового, наверное, в правовом поле я не вижу. Да, сегодня мы видим усиление влияния, можно больше в общественных отношениях наших граждан, которые больше начинают склоняться к религиозным каким-то ценностям, которые больше начинают иметь религиозную практику. Но на государственном уровне на сегодняшний день я на самом деле, что подмена государственных законов, мы очень внимательно за этим следим, мы пытаемся оценить, это на уровне правовых инструментов или на уровне государственного управления, или же все-таки это на уровне общественно-культурных взаимоотношений. Общественно-культурные взаимоотношения никто не отменял. Я вам еще раз могу повторить. Сильное государство, они всегда говорят in God we trust. И очень многие говорят и в Западной Европе. Используя какие-то культурно-духовные ценности в своей практике, это не всегда значит, что подмена. Вот если когда люди будут обращаться и создадут шариатские суды вместо действующих судов, у нас есть суды аксакалов. На сегодняшний день были такие предложения, да, слышал, что некоторые вопросы можно решать через практику религиозную. Мы категорически против выступаем. Есть суды аксакалов, которые у нас работают именно на культурно-общественном уровне, где очень наши аксакалы, имеющие большой опыт, они решают какие-то те или иные вопросы, используя различные, может быть, ценности и традиции, и в то же время законы. Поэтому на сегодняшний день, да, есть тенденция усиления влияния на общественные отношения. Но пока на политический процесс мы стараемся это очень сильно отслеживать. И уже попытки влияния религии на политические процессы тоже есть. Но пока подмены я не вижу. Спасибо, Жанета, и потом Тимур. Я хотела кратко разъяснение контекста религиозного образования в Кыргызстане дать на комментарий Светланы. Дело в том, что сейчас в Кыргызстане любой человек может уехать в фундаментальную исламскую страну, не будем называть, приехать, принять оттуда не столько религиозные основы, но также основы, традиционную основы функционирования общества в данной стране. Приехать в Кыргызстан, открыть медресе и пропагандировать, что основная роль женщины — сидеть дома, воспитывать детей. Это неблаговерно, это неблагочестиво работать женщине. Все свое время она должна посвящать семье, мужу, воспитанию детей. Это ее роль. Больше ничего она не должна выполнять. Вот это реальность сейчас. Кроме того, люди, открывая медресе, они могут пропагандировать, что единственно благоверное законодательство — это исламский закон, что они выше любых других законов.
И что вся функция благочестивого верующего человека заключается в поклонении и проповедовании. То есть это здесь, как это называется, даваты. И в связи с этим, и вот влияние медресе и нерегистрируемых вообще учреждений, средних образовательных, средних религиозных учреждений, назовем медресе, оно сильнее в регионах, на юге. И сейчас Кыргызстан, он только начинает сталкиваться с этой проблемой, но я вам хочу привести пример Франции. Я просто живу там не первый год, и сейчас вот большинство террористов, большинство радикальных исламистов, которые уехали, даже теракты, совершенные на территории Франции, они были совершены гражданами Франции, родившимися в Франции, которые попали под влияние новых религиозных образовательных учреждений, открывшихся там, потому что никто не контролирует это. И я боюсь, что в Кыргызстане через 5 лет, через 10 лет может возникнуть такая же ситуация, что из-за отсутствия контроля люди все больше будут попадать под влияние радикальных течений. И это будет сказываться не только в общественной жизни, но и политической. Вот я хотела ваше мнение узнать по этому поводу. Спасибо. Ну, во-первых, конечно, у вас свое мнение, оно имеет долю правды, но я хотел бы сразу четко сделать понятие. Есть понятие религии, есть понятие радикальных экстремистских взглядов. И нельзя их друг с другом путать и смешивать. На самом деле есть различные религиозные школы, которые более фундаментальные или более либеральные. И мы признаем себя как более либеральные. Это традиционные ценности ислама, поэтому мы говорим более либеральный подход. Я вам об этом уже говорил. Нам проблема, да, что приезжают и открывают более фундаментальные какие-то направления, и не всегда мы знаем, что они там преподают. А преподают, я вам пример привел, что религиозная система – это главная система, а государство, оно позади. Хотя мы говорим напрямую, что государство и национальные ценности впереди, а религия – это является частью нашей культуры. И она не должна вмешиваться в политический процесс, в систему государственного управления. Что касается на будущее влияния, я думаю, что мы сейчас ведем работу. Вот мы провели 1,5 года назад выборочный мониторинг религиозных учебных заведений, 36 учебных заведений мы промониторили. И в этом году, в конце 2016 года, полностью прошлись по всем действующим религиозным учебным заведениям. Получили, конечно, картина не очень хорошая, но и есть и хорошие религиозные учебные заведения, которые четко работают по программе Муфтиат, которая у нас прошла экспертизу, которые соблюдают все технические требования. Но, конечно, большое количество имеет очень много недостатков, которым мы сделали предупреждение и дали 3 месяца, как в действующем законодательстве, чтобы они эти недостатки и ошибки исправили. Поэтому я думаю, что здесь еще раз надо очень четко соблюдать баланс и не путать религию и радикальные экстремистские взгляды, а также не позволять вмешательству религии в политический процесс и политизации религии. То есть мы должны четко работать в рамках действующего законодательства. Спасибо большое. Мы опять заскалили за время. По поводу времени, можно будет, пожалуйста, очень точечно и коротко, да? Тимур, потом... Вы, наверное, слышали, вот на юге в одном селе, значит, имам мечети, религиозные лидеры объединились с местным айлок-мөдө, и они решили запретить продажу алкоголя, да? Вот. Потом аналогичное же сообщение было где-то с западного района Иссык-Кульской области, то же самое, да? Что вы можете об этом, собственно, сказать, да, когда вот мечеть, там, имамы объединяются, и они вот вдруг решают сказать, что вопреки законодательству, вопреки тому, что у нас не запрещено продавать алкоголь, да, мы решили, вот у нас в селе этого всего продаваться не будет, да, это первое. И второе, когда мы говорим, что государство все-таки сильное, оно еще продолжает контролировать, какую оценку вы можете дать вот той ситуации, которая произошла в Джалабадской области, когда местный акимиат, правоохранительные органы, если не слабо отреагировали, то почти не проконтролировали вот этот конфликт, да, связанный с сохранением этой баптистки, да? Очень была такая вот спорная ситуация. Спасибо. По первому вопросу могу вам четко сказать, что слияние религиозной организации и местного органа самоуправления — это неправильно.
Что касается принятия запрета продажи алкоголя, здесь есть юрисдикция, полномочия местных органов власти, которые, если на общем сходе, у нас может быть там 100 человек, 200 человек, они говорят, давайте не будем продавать. Если они решили, они могут это сделать. Но опять же, оценка должна быть юридическая оценка. И с точки зрения правоохранительных, именно тех органов, которые занимаются, Министерство юстиции, правоохранительные органы. А что касается, слияния не должно быть. Я думаю, что, насколько я знаю, это решение принимали органы местного самоуправления, а не религиозная организация. По второму вопросу, да, есть недостатки в проблеме захоронения. Этот вопрос сейчас решается по поручению аппарата президента Кыргызской республики в рамках, то есть полномочий правительства или аппарата правительства Кыргызской республики создана рабочая группа при приказом Госкомиссии по делам религии. Сейчас она разработала проект инструкции, который будет приниматься в рамках правительства. Я не знаю, какое будет это решение, приказ, распоряжение, постановление. И сейчас, на данный период, вот именно сегодня заканчиваются последние, идут разъяснительные работы и обсуждения по данному вопросу. Если вы откроете средства массовой информации регионального аспекта, вы увидите, что в Аше, в Джалабаде, особенно сейчас сегодня в Баткене, Нарын, Иссык-Куль, послезавтра сегодня должно пойти в Таласе, или завтра, я точно график не помню, именно проводится разъяснительная работа по обсуждению вот этого проекта. В чем заключается проект? Что на сегодняшний день мы живем в светском государстве, отношение государственного органа ко всем религиозным организациям должно быть одинаково. И поэтому в каждом аильном округе должно выделяться место для захоронения немусульманских представителей немусульманской религии. В каком виде это будет решаться, это написано в инструкции. Подробности я вам сейчас точно сказать не могу, потому что они до сих пор обсуждаются. После этого общественного обсуждения придут к выводу сделать конечный документ, который будет утверждаться правительством. Спасибо большое. Вот сейчас 3 вопроса. Вы, Перизат и Айнура. Я прошу прощения, мы опять забрали время. Назира Синалиева, спасибо огромное за такое выступление. Все мы на самом деле, всех нас волнует вопрос радикализации. И вот в плане, вот опять же, медресе, да, я хотела затронуть вопрос. Конечно, однозначно мы все, наверное, большинство здесь согласны, что все-таки их нужно лицензировать, да? Но вот у меня вот такой вопрос. В случае, если вы установите какие-то нормативы, да, то есть какие-то требования для этих учреждений, нет ли угрозы и риска того, что произойдет чрезмерная радикализация, и они больше еще уйдут? Новые какие требования? Вот есть действующее законодательство, зарегистрировано у нас порядка 80 медресе и еще 10 религиозных организаций высшие религиозные учебные заведения. Новые требования, они заключаются только в одном. Для нас мы хотим, чтобы мы постараться ввести комплекс, минимальный комплекс, 5 и 10, 5 предметов для... Это простейшие предметы, это кыргызский язык, литература, или хотя бы кыргызский язык, история Кыргызстана, география человека и общества. Вы считаете, что эти предметы, вот такие предметы, которые вы показывают, что вы живете в Кыргызстане. Другое требование, которое мы говорим, это оно также находится в действующем законодательстве, просто мы его поднимаем. Любое образовательное учреждение должно получать лицензию. И минимальная лицензия на ведение образовательной деятельности, которая есть в Министерстве образования. Другое мы новое ничего не знаем. Мы просто хотим поставить точки над «и». И по этим критериям уже сегодня религиозные учебные заведения работают. Я знаю, что есть некоторые медресе, которые уже вводят светские предметы в программу своих занятий. У меня вопрос вам более как аналитику, да, нежели представителю Госкомиссии по делам религии. В последнее время очень насчет тематики форума популизм среди религиозных организаций очень растет. Да, например, тоже это самые какие-то тенгрианские призывы, да, которые называют ислам это арабы у нас все, это не кыргызская была, и в то же время мусульманские, которые тенгрианцев называют это, да, и в этом отношении у нас очень растет, мне кажется, напряжение, или я просто слушаю постоянно, тоже пытаюсь как-то быть в курсе событий, это напряжение растет, и мне кажется, и
И уже начинают какие-то организации именно религиозного характера появляться, которые реагируют на другие организации. Не сами по себе появляются, а как реакция на другую религиозную организацию. Вы как можете проанализировать такую ситуацию? На самом деле тенденция такая существует, но четко, опять же, отметить, что именно ценности, традиции тенгрианства – это традиции и культурные ценности нашего народа. Это так и есть. Но трактовка ихняя, которую делают на сегодняшний день некоторые товарищи, и выступают они от имени всех тенгрианцев, она не совсем правильна, потому что идет некое такое напряжение или призыв к напряжению с представителями ислама. То же самое есть и со стороны некоторых религиозных организаций исламского толка, что именно пропаганда такой более фундаментальных ценностей религии, она способствует именно реакции с другой стороны. Это очень чревато последствием, что напряжение уже потихонечку показывает некоторые свои стороны. И просто к нашим гражданам, которые являются сторонниками именно традиций, сторонниками именно развития Кыргызстана, они должны четко понимать, что все это было, и та, и другая сторона была в истории и в культурной, духовной жизни нашего народа. Но кому-то очень удобно на этом сделать для себя популизм, продвинуться себя. Но к чему это приведет на сегодняшний день, наверное, если это будет зашкаливать, то уже будут здесь вмешиваться правоохранительные органы, которые будут смотреть на разжигание межконфессионального разделения. Спасибо, Айнура. Я опять хотела вернуться к вопросу лицензирования. Я с вами полностью согласна, что в медресе должны проходить лицензирование, потому что мы тоже проходили, вот я возглавляю образовательную организацию, и ничего здесь такого нет, абсолютно, контроля никакого. То есть мы лицензируемся на, скажем, критерии нашей квалификации, образования, стандартов и так далее. И вот по ходу вопрос, если они будут лицензироваться, то каким органом? Госкомиссией или Министерством образования? Это первый, да, вопрос. И вот второй вопрос, в принципе, здесь уже обсуждали, но мне хотелось бы четко ваше мнение услышать. Вы говорили о том, что может быть сфера культурно-общественных отношений, да, и правовых. Вот опять-таки, ранние браки, которые у нас сейчас, имеют место быть, да, глумление, опять-таки, над умершей баптисткой и, скажем, запрет мусульманскими семьями на получение образования девочками. То есть вот в Иссык-Кульской области, вы знаете, да, ни районо, ни школа, ни милиция, никто ничего не может сделать, но нарушаются законы. Вот как по-вашему, вот эти кейсы, они были сферой общественно-культурных отношений или правовых? Спасибо. На сегодняшний день некоторые имеют уже такое правовые отношения. По первому вопросу, наше предложение таково, что лицензию на ведение образовательной деятельности должно давать Министерство образования в рамках чисто технических требований. Что касается мониторинг, контроль, это за Государственной комиссией по делам религии, которая будет рассматривать содержание учебной программы и вести мониторинг данного религиозного учебного заведения на соответствие тем требованиям или тем условиям, которые они заявили. Что касается вопросов НИКе, это на уровень государства уже поднят вопрос. Сейчас, вы знаете, принято изменение дополнением в закон, который предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы за НИКе несовершеннолетними. По данному вопросу мы проводим уже давно профилактические мероприятия, но мы проводим в целом, что НИКе должно проводиться после государственной регистрации с духовными лидерами и так далее. А что касается именно вот по этому вопросу, то это поднято очень жестко на уровень государственной власти и будет очень активно пресекаться. Профилактическая, то есть разъяснительная работа с представителями духовенства уже проведена, и на местном уровне тоже проводились мероприятия, насколько я знаю, были почти в каждом районе, то есть это вот спускалось со стороны правительства. Что касается вот последнего вопроса, вот здесь идет другие нарушения законодательства, именно это семьи Якын и Инкяр, которые 4 семьи находятся в Иссык-Кульской области. По этому вопросу неоднократно к ним проводилась разъяснительная работа. Здесь нарушение больше социального законодательства, то, что
у нас дети обязаны получать 9-классное образование, и родители обязаны отводить своих детей в школу. То есть вот здесь пытались решить их родительских прав, но не было достаточного аргументов для этого вопроса. По вопросам этого течения сейчас ведется активная работа. Очень много представителей Якорника задерживаются в различных областях нашей страны, но больше, чем через судебное разбирательство им от 300 до 500 сомов штраф и просто отправление с данной территории. То есть по данному законодательству только такое. Уже предусмотрено усиление административного наказания за незаконную религиозную деятельность, но пока оно еще не вступило в силу, поэтому только такие меры мы можем проводить. И последнее, глумление. Это сфера правовых отношений или общественных культур? Это же то есть правовых я хотела услышать, да? То есть было нарушение. Глумление над другом. Да, это возбуждение межпрофессиональное. Приговор уже вынесли. Спасибо большое. Я хочу сказать два слова. Тема религии и тема религиозного образования, наверное, одна из самых щепетильных на сегодняшний день, самых сложных и самых неоднозначных, особенно учитывая все те конфликты и острые темы, которые здесь происходят. И в этой связи я еще хочу особенно поблагодарить Закира за то, что вы к нам пришли, за то, что у нас в стране вообще какая-то претенциозность государственным чиновникам, и в этом направлении в том числе. И тем не менее, и наши участники достаточно такие прямолинейные, вы выдержали эти вопросы, это достаточно искренне, и мы очень много узнали. Спасибо большое, и Закир сказал, в 12:30 я должен вылетать отсюда. Спасибо и за это время. Я надеюсь, что